Московская школа управления Сколково запускает образовательные программы в регионах для колледжей и учреждений среднего профессионального образования. В Якутске программа начинает работать на базе 10 образовательных учреждений среднего профессионального образования. В эти дни форсайт-сессия проходит на базе автодорожного техникума. Эксперты школы управления Сколково приезжают в Якутию во второй раз. Что включает в себя форсайт-сессия, для чего она организована, мы поговорим об этом сегодня с гостьей нашей студии, начальником отдела дополнительного профессионального образования Института развития профобразования Анной Филипповой. Анна Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. В каком формате проходит форсайт-сессия и кто ее участники? Участниками форсайт-сессии Московской школы управления Сколково являются представители 10 наших профессионально-образовательных учреждений Республики Саха-Якутия по направлениям добыча и переработка и транспорт. То есть это вот те учреждения, которые готовят будущих специалистов вышеназванных двух отраслей экономики. А кто из экспертов участвует в сессии? Из экспертов участвуют также представители Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, это отдел среднего профессионального образования, и сотрудники нашего института, Института развития профессионального образования, который является координатором и организатором данного форсайт мероприятия. А что такое форсайт-сессия? Форсайт-сессия – это вот особая такая вот интересная методика, с помощью которой организаторы Московской школы управления Сколково провели очень интересную своеобразную игру. Можно так сказать, что это игра. С помощью использования методики мозгового штурма, коллективной, командной работы участники форсайт-сессии смогли ни много ни мало заглянуть в будущее развития вот этих двух отраслей – добычи, переработки и транспорта. И смогли определить, какие же технологические, профессиональные компетенции должны быть у будущих выпускников среднего профессионального образования, чтобы быть конкурентоспособным в будущем и быть полезным для развития нашего региона. Получается, там студенты принимают участие. Это все желающие или как-то? К сожалению, студенты не принимали участие в форсайт-игре. Это были представители именно непосредственно руководящего звена нашего СПО, преподаватели и мастера производственного обучения, которые в дальнейшем должны использовать знания, полученные вот на форсайт-сессии. Далее это только первоначальный этап обучения. Осенью все участники продолжают обучение профессиональной переподготовки, которую тоже проводит Московская школа управления Сколково по 5 модулям. Ну и дальше они, выбранные модераторы, смогут закончить обучение в Москве. А где эта программа Сколково была опробирована впервые в России? Программа Московской школы управления Сколково, если говорить преамбулу, это программа международного характера, которая была инициирована Российской Федерацией в 2014 году для 3 стран СНГ и 2 стран Азии и Ближнего Востока. То есть это была первоначально международная программа. Она была успешно опробирована, и с 2016 года были определены 5 пилотных регионов, куда попала наша республика, и, соответственно, решили, что вот не пропадать, скажем, такому эффективной системе обучения, и решили использовать на территории Российской Федерации. А почему выбрали именно транспорт, добычу и переработку полезных ископаемых? Но я думаю, что это было тоже сделано не зря. Это наиболее наши приоритетные направления экономики и нужные во все, скажем, времена направления, в которых нуждаются те направления экономики, которые нуждаются в высококвалифицированных кадрах. А вы на форсайт-сессии попытались заглянуть в будущее? Да. Какие кадры нужны вот республике? И непосредственно какие же по специальностям мы об этом не говорили. Мы говорили в целом о компетенциях, которые нужны будут будущему специалисту для того, чтобы быть конкурентоспособным. И были разделены на автономные команды, и вот эти вот независимые друг от друга команды пришли
похожим выводом о том, что грядет эра автоматизации, роботизации технологических процессов, и выпускник должен обладать знаниями именно информационных технологий, именно в автоматике вот тех процессов, которые будут происходить на рабочем месте. И плюс к этому о том, что выпускник должен обладать определенными личностными качествами, быть самостоятельным, инициативным и уметь работать в команде, а также склонным к саморазвитию. Вот в связи с автоматизацией спрос на хороших специалистов не упадет, значит? Я думаю, что не упадет, да. И наша задача системы СПО гибко реагировать на потребности рынка труда, к изменяющимся условиям и даже опережать свое время при подготовке кадров. А вы работаете по федеральным стандартам? Естественно, каждое наше учреждение работает по федеральным стандартам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. А какова сейчас материальная база? Материальная база наших учреждений, на самом деле, вот за последние годы, когда происходят вот, изменения, она улучшается. Нельзя сказать, что вот происходит ухудшение. Нет, происходит улучшение. Наши образовательные учреждения, которые работали в системе WorldSkills по подготовке кадров и участников WorldSkills, это, например, Якутский технологический техникум сервиса, это Якутский колледж связи и энергетики, и другие колледжи, я всех называть не буду, их очень много, они смогли улучшить свои материальные базы именно вот за счет движения WorldSkills. Ну, а также существуют определенные программы, в том числе и федерального, и дальневосточного характера, с помощью которых происходит модернизация и изменение материально-технической базы наших учреждений. Так что я призываю выпускников этого года поступать в наши учреждения. Они будут востребованы. А работодатели принимают участие в форсайт-сессии? Конечно, были представители работодателей, без них никуда. Это были наши самые строгие эксперты. И работодатели принимают участие не только, вот, скажем, в таких мероприятиях. Сейчас работодатель принимает участие самое непосредственное. То есть он утверждает учебные планы, он берет на практику. И на базе учреждений проходят практические занятия наших студентов. А вот эти 10 СПО, они занимаются подготовкой именно в области добычи? В области добычи, переработки и транспорта. Да. А какие это специальности? Это специальности и профессии, касающиеся вот горного дела, это добыча, переработка, это горные проходчики, это автомеханики, автослесари, водители самых различных категорий и, соответственно, все остальные специальности, необходимые для этих отраслей. А что включает в себя программа сессии? Поподробнее о программе. Если говорить подробнее о программе сессии, то оно проходило по нескольким блокам. Первый блок это был теоретического характера, нас ознакомливали с тем, что мы будем изучать. Далее это было разделение по группам, и мы смогли сами из представленных непосредственно событий, видений будущего определить компетенции. После этого мы определили компетенции, защитили их друг перед другом. В дальнейшем было перераспределение нас по группам, и мы смогли уже в качестве государственных органов власти, системы СПО и работодателей друг перед другом сделать определенные выводы. А каких результатов ожидаете после форсайт-сессии? Мы ожидаем о том, что наши коллеги, партнеры Московской школы управления Сколково помогут нам разработать дорожные карты по внедрению изменений в систему подготовки кадров для вышеназванных отраслей экономики. И, соответственно, смогут дать нам дополнительные знания, с помощью которых мы могли бы эффективно управлять системой СПО.
Получается, будут изменены какие-то стандарты преподавания, да? Возможно, да. Либо мы стандарты, содержательные, скажем, стандарты поменять не можем, они утверждены, но поменять методику, систему подхода к выпускнику, определенные компетенции, которые вправе изменяться в рамках ГОС, мы это сделать можем. А вот какой он профессионал будущего? Вот какие у него должны быть личностные качества? Вы говорили, вы сошлись во мнении с участниками. Да, вот то, что я вам сказала, что это определенная интеграция организационных, личностных и профессиональных качеств выпускника. Выпускник на сегодняшний день должен быть готов к трудовому процессу. То есть работодатель, по сути, не должен его переучивать на рабочем месте, а в каком-то смысле он должен даже опережать своего работодателя в плане знаний технологических процессов, каких-то информационных программ, трудовых навыков и умений. Вот тогда система СПО станет на самом деле очень конкурентоспособной и нужной. Но мы к этому стремимся, и этот процесс не одного направления, то есть это обоюдный процесс, и работодатель, и представители, скажем, бизнеса, рынка труда должны вливаться в этот процесс и интегрироваться в образовательную деятельность наших учреждений. То есть, что это я говорю? О том, что дуальное образование – это когда студент проходит практические занятия там, на предприятии непосредственно. К нему прикрепляется наставник от предприятия. Он знакомится с рабочим местом уже на предприятии. Плюс к этому он проходит практику там. Далее это когда предприятия могут друг с другом взаимодействовать. Это система сетевого взаимодействия, когда не только учреждения друг с другом могут сетиться, а сетиться можно и нужно работодатель и учреждение. Вот тогда тоже мы получим очень хороший, эффективный результат. И последний вопрос, очень коротко. Вот в целом, что должно измениться в системе профессиональной подготовки для экономики региона? Наша цель – выпускать высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Конкурентоспособных не только на рынке труда нашего региона, но и за пределами нашего региона, и за рубежом. То есть недаром мы стремимся к международным стандартам WorldSkills по требованиям именно труда с точки зрения мировых стандартов. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была начальник отдела дополнительного профессионального образования Института развития профобразования Анна Филиппова. Всего доброго и до встречи в эфире.